У ефірі «Рація» ведуться Євген Волошин. Що означає блитана риторика Лукашенки, що він хоче миру, але рихтується до війни? Наш гость – досвідчений політик, персона нон-грата у Білорусі, депутат Сейма Республіки Литва, шматгодовий представник Литви у євроструктурах Еммануель Зінгерес. Вітаю вас. Живе Білорусь! Рація. Лукашенко на показ выставляет военные вучения, что тут іде підрихтовка до війни, що на його там збираються напасти з литовського накерунку. Як там у Литве? Рихтуються до війни чи ні? Это бред сивой кобылы. И сивая кобыла – это этот Лукашенко, которого никто не выбирал. В Литве даже дивизии нет собранной. Вы можете представить? Нет дивизии. Ну, теперь будет несколько тысяч немецких войск, 1500 американцев. Этот бред, что маленькая Литва с 2 миллионами 700 тысяч населения будет на кого-то нападать, это, вы знаете, даже не вызывает смех. Это просто, ну, это показывает подготовку Лукашенко к выполнению будущих приказов Путина, который теперь, как и Лукашенко, тоже уже и не избран. Не надо забывать, что Лукашенко, пропустив русские войска в сторону Украины во время войны великомасштабной за последние 2 года, он все-таки не двинул свои войска в Украину. Так что не очень верится, что это может произойти против натовских объектов, против Литвы, Латвии, Польши. Кроме того, на всякий случай мы начали готовиться, конечно, к военным действиям. Если Путину придет в голову, что он должен в будущем чем-то заняться после Украины, но об этом скажут, я думаю, союзники. И, кстати, война в Украине не кончена, и победоносной войны у России не будет. Так или иначе, Лукашенко не играет такой отдельной игры от Путина. Как государство Литва готово отразить любое нападение, если Путин даст указ своему подвластному ему Лукашенко чем-то заниматься. Ну, я думаю, тогда произошло бы то же самое, что произошло бы, если белорусские войска бы двинулись в Украину. Это было бы ускорение кончины режима Лукашенко, несомненно. Но так или иначе, мы на это смотрим как на такое нылое мычание где-то около наших границ. Я слышал, что он дал указ стрелять любого, который перейдет границу, даже случайно. И, слава богу, теперь есть проволока, и никто случайно границ в Беларуси приходить не будет. Мы просто даже не подаем знаков, что нам это даже интересно, то, что он там говорит. Потому что за нас ответят уже не мы, а весь союз НАТО. Так что я не думаю, что он подпишет себе приговор. Рация. Господа Еммануель, вы сами сказали, что у Литве зараз, не шмат войска, так? Ну а як себе поведе НАТО, як вот это вот 5-й артикул статуту НАТО будуть уживати? Это такое великое питання. Покуль там до виборів рихтується у Злучених Штатах Америки, покуль ось ми побачили проблеми, що недостатково зброї, і не ту зброю в Україну доставили, і в Україні проблеми. Ви не думаете, що Путін ось у цей момент, покуль заходній світ не підрихтований, може поспробувати з білоруської території напасти на Литву? Нет, мы не думаем, потому что ответ НАТО последует не через 2 недели, а моментально. Об этом было объявлено во время 12 июля саммита НАТО. На любую агрессию против восточных границ ответят всей мощью НАТО моментально.
Я абсолютно уверен, хотя для вас это будет звучать преждевременно, что Конгресс США, я только что был в Конгрессе США, решит в ближайшие 2 недели с большим опозданием 45 миллиардов долларов для амуниции прямо на фронт украинский, в помощь украинцам. НАТО готовится к моментальному ответу и следит за движением каждой военной машины, каждого самолета на территории Беларуси. Так что никаких знаков мы не получаем из генеральных штабов в Рамштайн, из американского генерального штаба, никаких предупреждений, таких, какие получали украинцы до 24 февраля 2022 года. Таких у нас на наших радарах сообщений спецслужбы Соединенных Штатов, Западной Германии и общих войск НАТО нету. Так все это приходится списывать в попытку цементирования около себя белорусского общества, когда уже нету этого цемента, чем цементировать, кроме тюрьмы под названием «Американка» или других тюрем или гулагов, устроенных в Беларуси. Так что пытаются теперь этим цементировать белорусский народ, когда уже ничего не осталось, чем его каким-то образом под себя подмять. Так что мы не видим никаких знаков военного движения в нашу сторону. Но пока, конечно, наша промышленность военная в Европейском Союзе начинает восстанавливаться. Как вы знаете, Литва дает наибольший процент своего бюджета для Украинского фронта. Мы очень горды тем, что и литовские добровольцы, те, которые хотят, подставляя плечо украинцам. И, конечно, мы, несомненно, горды тем, что ваш батальон Калиновского дерется за свободу Европы. И как раз вот ребята из этого соединения привезли флаг с подписями некоторых друзей, которых, к сожалению, уже нет в живых, но некоторые борются до сих пор с ружьем. Так что, конечно, и госпожа Тихановская, которая у нас, мы гарантируем ее абсолютно безопасность абсолютную, сколько бы нам это ни стоило, но десятки литовских ребят ее из госбезопасности Литвы ее охраняют. Рация. Спадар Мануэльс, ну ви вже казали на це питання. Ну, щиро вам признаюся, от сам здивляюся. У нас от на логотипі рації нашого каналу є у тим ліку литовський стяг державний. І про то, як там щось ділить, там вільно ділить. Про це навіть ніколи не ставилося питання, і близько, ніхто подумати про це не мог. А зараз все-таки хапає этой риторики, у тим ліку в СМІ популярних, там портал Delphi, розные там вот, значится, истории, литвины идут, некие там провокаційні, червоно-білі стежки малюють, провокація, я думаю, ФСБшная, пишут, литвины идут, там, хочуть війну поділитися. Ну и повылазили разные комментаторы, там, навіть полковники у отставках, значит, там кажуть про погрозу белорусов. Вельми у соціальних сетках активізувалися, ці то це неякі дурні, ці то це боти, які от розпалюють ворожнечу, значиться. У нас під нашими відео повсюди згадується Литва, з'являються нібито литовці, які там нам претензію не так Литву назвали, значиться, ви хочете там нашу історичну спадщину забрати, Вільню поділити і так далі. Но Вільня і для нас важний город, так ось історично, потому что первый театр, первая газета, там, гимназия белорусская знакомитая были у Вильни. Так? Но это ж важный город и для евреев. Виленский Гаон, особо номер один, просто у Израиля историчная. Так? Виленский Гаон жил у Вильни. Это своего рода Иерусалим. Но как нечто поделить, скуют Зенона Поздняка, які в 90-х годах, у 90-м году, коли была вот эта провокация Москвы, как Вильню там передать у склад СССР, коли Литва про незалежность там обвяшала.
Но это же Зенон Позняк якби назвал это провокацией, в Верховном Совете, значит, уладили эту справу, спынили эту провокацию. Цкуют вот это вот цитоботы, цитодурни Зенона Позняка по полной программе. Раскручивается вражнейше. Как посварились литовцы, белорусы. Слухайте, ну что это за тенденция? Кто это робит у Львові? Помню Поздняка в 90-х годах. Я как член Совета Сайриса помню 89-й год, 90-й год. И помню, что тенденция претензии к Вильнюсу как к столице Беларуси была смешной, маленькой и не было никогда трендом в белорусском национальном движении. Вильнюс – это столица Литвы, в котором Францишек Скорина выпустил первую белорусскую книгу. Первая литовская книга была выпущена в городе Кёнигсберге Мажвидасом, Мартинасом Мажвидасом почти в тот же самый год. Если мы не хотим, чтобы наша родословная литовская начиналась только от 1918 года, а вся богатая, гигантская история Великого княжества блестела бы во всей красе, на всех картах, европейских картах, гигантское государство, да, на половину Европы, от одного моря до другого. Так в ней и белорусская, и украинская составляющая играют очень большую роль. Нам приходится смотреть на это все как на чистую провокацию Кремля и просто убирать все эти так называемые попытки кого-то назвать Вильнюс своей столицей для того, чтобы создать негативный фон у литовцев. Просто провокации. Я не думаю, что ни один нормальный белорус, я таких вообще не видел, между нами говоря, ни один политик белорусский. Я не видел ни одного. Кстати, многие сидят в тюрьмах. Лидеры социал-демократов, Статкевич. Боже мой, христианские демократы у вас. Все партии разломленные, уничтоженные, лидеры в тюрьмах. Жуткий пыточный режим сталинского типа у вас. И как мы в это время, когда вам так плохо, можем, чтобы разрешать себя разыграть русским спецслужбам? Этого мы не позволим. В газетках могут писать, что хотят, это свободный демократический мир в Литве, но политические слои, все серьезные партии в Литве этому не поддались. И более-менее вы не слышите ни одного серьезного голоса, ни премьера, ни президента, ни лидеров партии, которые бы поддакивали той мысли, что какие-то белорусские националисты занимаются провокацией против литовского народа, пытались бы украсть там литовскую историю, назвать Вильнюс белорусской столицей. Все это бред сивой кобылы. И никто в это не верит, что любому умному белорусу это может взбрести в голову. Так что мы это отбрасываем как провокацию и против белорусов, и против литовцев, и это не превращается в Литве в центральный тренд. Спадар Мануэльс, ну, мы зараз не знаходимся у Литве, і так вось з дыстанцыі, чытаючы гэтыя медыа, мне падавалася, што сапраўды ёсць вот такая антыбеларуская рыторыка, ну, на папулярных порталах такія артыкулы. Калі я памыляюся, ну, тады буду выбачацца за гэта. Это борьба внутри литовского общества. Отличает ли поток белорусов от русского потока? Существует вопрос, белорусы это русские или нет. Имея в виду, что многие белорусы употребляют русский язык, и у нас где-то в Вильнюсе уже 65 тысяч белорусов, и столько же русских беженцев политических в большинстве, в некоторых случаях экономических. Так что нам приходится с этим потоком объясняться в том смысле, что наша госбезопасность имеет довольно большой наплыв анкет, которые мы должны понять. Эти люди, которые хотят жить на свободе,
или люди, связанные с режимом. Это, конечно, большая трудная задача, потому что для этого нужно и очень хорошее понятие, кто есть кто в Беларуси. Ну, как-то с этим справляемся, но все-таки до сих пор парламент Литвы, как вы знаете, отбивался и не показал желания назвать поток белорусов, его сблизить с русским потоком эмиграции. И парламент Литвы уже несколько раз сказал, что все-таки белорусы являются для Литвы историческим наследием. И мы особенно тепло их приветствуем на территории Литвы. И это все труднее и труднее, но все-таки эта линия, она победила в Литве. Хотя, конечно, вы можете посмотреть литовскую печать. Диалог происходил в последние полгода очень жесткий. Смотреть на белорусскую миграцию, на новую белорусскую миграцию по иммиграционным законам, так же, как на российскую. И мы все-таки решили отделить это и сказать, что белорусы – это отдельный вопрос, и мы должны несколько по-другому решать вопросы миграционные с белорусами. Рацыя. Я вернуся до вайсковага сцэнара, што Пуцін можа скарыстаць Беларусі як вайсковы плацдарм, напасці на Балтыю, у першую чаргу на Літву. От калі такое здарыцца з беларускай тэрыторыі, тэарэтычна, вы казалі, што будзе хуткі адказ НАТО. Вось што гэта можа быць за адказ, якія могуць быць наступствы для звычайных жыхароў Беларусі, якія стануць закладнікам сітуацыі, не падтрымліваючы вось гэтае дзеянне Пуціна? З чым яны сутыкнуцца? Ну, пока я сказал вам точно, что никакие службы не подтвердили ваших слов. То, что бормотает этот ваш неизбранный человек, для нас проходит мимо ушей. Мало что он говорил, когда он говорил. Самое худшее, что ваши люди сидят в тюрьмах для нас. Это самое худшее. Самое худшее, что он разрешил русской армии, которая после этих знаменитых маневров несколько лет назад осталась в Беларуси, и можно сказать, что Беларусь является полуоккупированным государством. Она оккупирована, кстати, этим еще и русским миром после уничтожения сотен белорусских школ. Где ваш белорусский язык? Кто его убил? Убил его Лукашенко и его группа. Где ваши ученые, которые были светилами и которые теперь в эмиграции? То есть это уничтожение белорусского народа, которое произошло, у нас вызывает гигантское сожаление. Мы понимаем вас как соседей, с которым стряслось жуткое несчастье, которые не смогли, к сожалению, стряхнуть узурпаторов и убийц со своих плечей. Мы помним эти все взрывы в ваше метро, эти фальшивые, найденные как будто террористов, эти расстрелы этих людей, которые абсолютно неизвестно, были виновными или нет. Вот эти преступления, авантюры, и, конечно, то, что русским разрешили, Росатому разрешили построить около нашей границы ядерную атомную электростанцию, когда вода идет прямо на Вильнюс, вода через эту электростанцию или рядом этот поток воды идет прямо на нас. Конечно, это тоже один из таких рычагов возможного давления на Вильнюс. Но я пока не вижу знаков будущего возможной аферы и возможного террористического акта со стороны режима Лукашенко против Литвы. Конечно, у нас, смотря на войну, развязанную Путиным против свободной Украины, конечно, у нас есть мысль, что у нас надо всю военную промышленность в Европе перестановить. Она ускоренным образом восстанавливается. Вы видите сами, как скоро немцы отказались от русского газа и построили гениальным, скорым образом в портах установки для сжиженного газа из других стран и переделали всю германскую экономику на другие энергоносители. Это то же самое будет происходить с военным производством.
военная промышленность в Европе прямо-таки растет не по дням, а по часам. Но это имеется в виду не режим Лукашенко и с его военным потенциалом, а Россия. И ответ на российскую угрозу, конечно, это гораздо более серьезно. Конечно, ответ есть. Военная техника идет, вы знаете, бригада немецкая будет квартироваться уже довольно скоро в Литве. Это все происходит очень серьезно. Но это в ответ происшествиям, которые делопроизводителем является диктатор в Кремле. А на бормотание Лукашенко Литва никак не реагирует, потому что это чересчур мелко, чересчур связано с внутренней цементировкой под режим Лукашенко. Все это для нас выглядит как трюки пропаганды. Но, конечно, не трюк пропаганды является ядерным оружием, оружие ядерное русское в Беларуси, русские войска в Беларуси – это не трюк пропаганды. И, конечно, то, что почти уничтожаются любые знаки государственности Беларуси, это тоже, к сожалению, является не трюком, это реальностью. Так что страна стала подвластна Кремлю. Спадар Мануэльс, дякую вам за ваши оценки. И я, и многие белорусы, я думаю, будут рады, коли тое, что вы сказали, справдится, коли не будзе вось гэтай вайсковай эскалацыі. Тегевое Литва. Живе Беларусь!